Здравствуйте! Конец прошлой и начало этой недели проходят под знаком передела собственности нашей республики. Ну, сначала, в субботу я имею в виду, на общем собрании акционеров «Алроса» вдруг неожиданно выяснилось, что наша республика потеряла свои позиции в наблюдательном совете этой компании. Из 15 членов, постоянных членов этого совета, 8 это федеральные чиновники, 6 представляют нашу республику, ну а 15 член это вице-президент Иван Демьянов. Ну, считается, что он больше, так скажем, склонен в сторону нашей республики, однако и этот седьмой голос, по сути дела, ничего не решает, когда будут приниматься какие-то альтернативные решения. Говорю неожиданно, потому что мы, в общем-то, с вами все были настроены и властями, и в том числе даже и Народным фронтом нашей республики, что передел «Алроса» произойдет когда-нибудь еще. А вот тебе оказывается, все уже давным-давно решено, разделено, и, так сказать, нам остается только ждать, что будет дальше. Но если с «Алросой» более-менее все понятно, куда она отошла, понятно даже, каким образом можно получать возмещение выпадающих доходов нашего бюджета, то с другой, ну скажу так, не самой маленькой компании нашей республики, сплошной туман. Я имею в виду Сахателеком. Сахателеком сегодня это почти 300 тысяч телефонных абонентов по всей Якутии, и сеть эта, как вы можете сами видеть, продолжает разрастаться. В том числе, надо сказать, и обратить особое внимание на селе и на севере. Рискну предположить, что это особенно дорого обходится Сахателекому. Так вот, на прошлой неделе премьер Борисов и президент Штыров приняли решение о том, что эту компанию нужно продать. Напомню, что уже 4 проводились аукционы, вернее сказать, организовывались аукционы по продаже. Сначала контрольного пакета Сахателекома, извините, в 51%. Причем первый из этих аукционов, он проводился в прошлом году, чуть было не состоялся. Несколько заявок поступило, и явно кто-то должен был выиграть. Однако прямо накануне проведения аукциона торгов премьер Борисов отменил это мероприятие, сославшись на то, что необходимо защищать стратегические интересы республики в этой отрасли. С того времени, видимо, какие-то очень существенные кардинальные изменения произошли, я имею в виду в смысле понимания стратегических интересов. Во всяком случае, в этом году уже 3 проводились аукционы, причем с тем же самым контрольным пакетом акций, на тех же совершенно однотипных условиях, и в результате ни одна заявка не поступила. Как раз вот мотивируя тем, что инвесторы потеряли интерес к Сахателекому, наши руководители решили, что нужно продать уже на этот раз не 51%, не контрольный пакет, а весь пакет акций 100% за цену, вот особенно прошу обратить это внимание, по цене контрольного пакета. То есть, по сути дела, занизить стоимость этого пакета 100% в 2 раза от того, что первоначально предполагалось получить. Надо сказать, что первыми коммунисты очень резко отреагировали на вот это решение в соответствующем постановлении Бюро Республиканского комитета. Вот эта операция, предполагаемая, обзывается даже мафиозной приватизацией. Но, вероятно, коммунисты имеют в виду возможный откат, который чиновники наши могут получить в случае выставления Сахателекома на продажу. Ну, по общероссийской методике, скажем так, в кавычках, конечно, нелегальный. Откат может составлять от 5 до 20% стоимости продаваемой компании. А Сахателеком, вот 100%, если иметь в виду, выставляется, который на продажу, за него просится 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Ну, а вот если задаться по существу вопросом, продажа Сахателекома — это плохо или хорошо? В принципе, государство, ну, власти вообще муниципальные в том числе могут быть, избавляются от своей собственности, ну, в данном случае, скажем, от компании, имея как минимум 2 причины. Ну, во-первых, это в том случае, если предприятие убыточно, и таким образом оно, так сказать, висит на шее бюджета и никакой радости, так сказать, никому не доставляет. Это с одной стороны. А с другой стороны, если услуга, которую она оказывает, может вполне, так сказать, оказать какая-то другая альтернативная коммерческая структура. Ну вот если иметь в виду последние обстоятельства, то никакой альтернативы Сахателекому нет. Ну а вот теперь давайте взглянем на то, что эта компания себя представляет в таком финансовом плане. То есть прибыльна она или убыточна. Для этого несколько цифр, извините, мне придется вам привести с тем, чтобы понять, что к чему и почему. Если иметь в виду 2005 год, то Сахателеком закончил его с прибылью, чистой прибылью, больше 130 миллионов рублей. Таким образом, он на бюджете не висит, и более того, 13 миллионов рублей из этих доходов будут направлены на выплату дивидендов. Ну, грубо говоря, наше правительство само себе заплатит дивиденды, потому что деньги 13 миллионов поступят в бюджет. Кроме того, из этих же дивидендов примерно такая же сумма выделяется для внесения в уставные капиталы негосударственного пенсионного фонда РЛ и страховой компании.
Стерх. Это, так сказать, тоже реализация социальных программ властей правительства нашей республики. То есть социальное явление, социальная, так сказать, значимость этой компании, она налицо и она очевидна, и в принципе даже можно, вот, так сказать, ее измерить рублями. Ограниченность передвижения населения нашей республики, она, в общем-то, понятна и восполняется, надо сказать, всеми нами с помощью междугородных переговоров. Так вот, на этом графике первый столбик каждого года – это междугородные переговоры, которые производят сельчане. Второй – это переговоры жителей города Якутска. И третий – нашей республики в целом. Ну, как видите, он идет по возрастающей. Так вот, как уверяет нынешняя администрация Сахателекома, тарифы на межгород будут и дальше понижаться. Так что вот эта восходящая тенденция, она должна сохраниться. Замечу попутно, что мы с вами очень разговорчивы, если сравнивать со среднестатистическим жителем или абонентом Российской Федерации. Мы говорим обычно, продолжительность средняя наших разговоров с вами примерно в 3 раза больше. Ну, в общем-то, ничего плохого, конечно же, в этом нет. И я почему сейчас об этом упомянул? Потому что связисты достаточно активно содействовали тому, что мы с вами имели надежную, устойчивую, главное, качественную связь. Для этого производились очень крупные инвестиции в отрасль, передовые технологии внедрялись, аппаратура, оборудование и так далее, и так далее. Но даже опять возвращаясь к 2005 году, для того, чтобы инвестировать в развитие вот этих всех технических, скажем так, сторон Сахателекома, было направлено примерно 383 миллиона рублей привлечено. Что будет дальше? Ответ на этот вопрос мы с вами, видимо, получим в самые ближайшие дни. Я имею в виду четверг-пятница, когда депутаты Госсобрания, рассмотрев инициативу президента и правительства по продаже 100% пакета акций Сахателекома, выскажут свое мнение. Без него наши власти сделать уже ничего не смогут. Так что нам остается с вами только ждать. Всего доброго, до свидания.